С потеплением в эти дни снижена грузоподъемность автомобильных дорог в северных районах республики. И наш гость сегодня Николай Попов, заместитель генерального директора, руководитель представительства в Якутске и предприятия «Дороги Арктики». Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, на каких участках дорог в эти дни снижена грузоподъемность? С 15 апреля до 10 тонн у нас снижена грузоподъемность на автомобильных дорогах в Верхоянском, Венобутантайском, Усянском, Момском, Абыйском и Аллаиховском районах. А также с 15 апреля снижена в Колымской группе районов до 20 тонн. С 20 января планируется снижение до 10 тонн тоже в Колымских группе районов. И с 25 апреля планируется закрытие автозимников. В Момском, Томпонском, Верхоянском, Усянском и Венобутантайском планируется закрытие 20 апреля. Из-за потепления эти сроки как-то изменились в этом году, в отличие от прошлого года, например? Нет, в этом году закрытие автозимников будет производиться по графику, исходя из толщины льда и природно-климатических условий. Все идет по графику. А вот насколько в этом году погодные и дорожные условия позволили завести в северные районы необходимые для жизнедеятельности грузы? Благодаря слаженной совместной работе с ГУПом ЖКХ Якутскэнерго, Саханефтегазбыт, Саханэнерго и с другими заказчиками-перевозчиками в этом году доставка жизнеобеспечивающих грузов с северных и арктических районов по поставленному плану главой и правительством Республики Саха-Якутия выполнен в полном объеме. А вот какие в этом сезоне были трудности? Как оцените работу вашего предприятия? В этом году нашим предприятием «Дороги Арктики» план производства работ выполнен 100%. В этом году к трудностям можно привести пример, что наледи. Очень много вышли наледей у нас на автозимниках Яна и Индигир. На территории Аллаиховского, Усянского, Нижнеколымского районов были пурги, которые у нас заметали дороги, и нам приходилось работать в круглосуточном режиме для обеспечения проезда для автотранспорта. Содержание дорог – это всегда дорого, тем более северных, очень затратно. Во сколько обходится обеспечивать транспортную доступность? Обеспечение у нас на сегодняшний день мы содержим более 6000 километров в северных и арктических районах. Это на территории 9 районов. Финансирование у нас идет непрерывно с Дорожного фонда Республики Саха-Якутия. В год в порядка 700 миллионов у нас. Содержать северные дороги, наверняка есть какие-то особенности в этом. Да, конечно, в северных и арктических районах очень сложные условия климатические. Я как сказал заранее, наледи, пурги выходят. Да, как обстоят дела с закупкой специализированной техники? Закупка специализированной техники у нас идет ежегодно, так как мы ежегодно увеличиваем, наращиваем свои мощности в северных районах. В этом 2019 и 2020 году у нас куплено более 40 единиц техники, дорожной техники, и мы этим зимником данную технику все перебазировали по участкам. А какая техника используется? В основном у нас используются колесные бульдозеры, это марки К700 и гусеничные тракторы и вездеходы. А может быть, какие-то современные технологии внедряются?
На современные технологии, можно сказать, мы измеряем толщину льда прибором Пикарлет. Это разработанный Московским университетом. И это намного нам облегчает работу по измерению толщины льда. А вот какие задачи стоят перед предприятием в этом году? В этом году мы должны открыть Веннобатантайский дорожный участок. И кроме того, в Ущанском и Верхнеколымском районе мы должны своими силами содержать автозимники, начиная с 3-го квартала 2020 года. Для этих целей мы сейчас закупаем дорожную технику. По некоторым участкам уже сделали перебазировку, а также у нас намечается строительство дорожно-ремонтного пункта в Среднеколымском районе, в селе Сасыр Момского района и в селе Сайды Верхоянского района. Кроме того, в Веннобатантайском районе мы будем производить ремонт старого гаража, и там будем базироваться, начиная с осени. Николай Николаевич, спасибо большое за беседу. Это было актуальное интервью. Мы говорили о закрытии автозимников. Не переключайтесь.